قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дадик дойлшу, марш догаилшу. Тема моего выступления посвящена проблеме территориального расселения нохчи чеченцев в 16-17 веках. В данном видеоролике представлены исторические документы, на основе которых следует, что территория расселения чеченцев в исследуемый период доходила до берегов Каспийского моря, включая остров Чечень, находящийся у самого мыса Аграханского полуострова. Нохчи чеченцы являются древнейшими и коренными обитателями Кавказа и Чечни. Называют сами себя Нохчо или Нахчо, это в единственном числе, Нохчий или Нахчий во множественном числе. Чеченский народ сформировался под влиянием географических, культурных, этнонациональных, экономических, политических и иных факторов. Как и любой народ на Кавказе, чеченцы тесно контактировали с другими цивилизациями и народами, которые по воле судьбы или иных факторов оказывались в этом краю и не миновали множество этнических процессов, характерных для близкородственных племен. Межэтническую интеграцию, межэтническую миграцию, межэтническую консолидацию и внутриэтническую консолидацию. Многонациональный Кавказ всегда привлекал внимание разных народов мира. Этот край по праву можно назвать одним из древнейших культурных очагов нашей страны и всей Европы. Как отмечают ряд ученых, становление Чечни, Нохчичо, Дегаста, Даймох как страны, а также формирование, собственно, чеченского народа на базе нахского этномассива носило длительный многовековой характер и закончилось в основных чертах в течение 16-18 веков. По мнению исследователя Волковой, цитата, «формирование нахской этнической общности уходит вглубь веков, и, видимо, если учитывать косвенные свидетельства топонимии, языка, мифологии, происходило на более широкой территории, включая некоторые области южных склонов центральной части Кавказского хребта». Многообразные политические и этнические процессы, происходившие в этих районах на протяжении веков, привели к изменению этнической территории чеченцев. Это обстоятельство необходимо учитывать в поисках древних чеченских этнонимов и не исходить из более поздних этнических границ этого народа. Следует отметить, что изучение прошлого чеченского народа сталкивается с определенными трудностями, связанными с получением объективной научной информации. В 1954 году Главным управлением геодезии и картографии МВД СССР был издан атлас истории средних веков под общей редакцией академика Косминского и доцента Левандовского. В этом году чеченский народ все еще находился в ссылке в Средней Азии, Киргизии и Казахстане, когда мы еще якобы считались врагами народа и нас ненавидели. И в этом же 1954 году вышел данный атлас. На последней его карте под названием «Европа в середине 17 века» территория Чечни занимает огромную площадь. Ее территория простирается от Кабарды на западе до Каспийского моря на востоке. Ингушетии и Осетии там вообще нет. От Дагестана на юго-востоке есть только Дербент. На юго-западе также обозначены Грузия, Ереван, небольшая часть Дагестана, а южнее их расположена Персия, Иран. На карте представлены земли адыгов, черкесов, Кабарда, Чечня и сразу Каспийское море. Сохранилось немало свидетельств того, что нохчи чеченцы жили на берегу Каспийского моря. Одно из таких свидетельств принадлежит Василию Ивановичу Немировичу Данченко, писателю, поэту, путешественнику и журналисту, старшему брату известного театрального деятеля Владимира Ивановича Немировича Данченко. Вот небольшой отрывок из очерка Немировича Данченко, который называется «Вдоль Чечни. Из летней поездки по Каспийскому морю».
Он был напечатан в русских ведомостях за 1888 год, номера 27 и 32. Цитата. «Ночью мы подошли к чеченскому берегу Каспийского моря. Утром пароход сильно закачало. В соседних каютах послышались стоны и жалобы. Я выбрался на палубу, памятуя, что свежий воздух лучше всего в этом отношении. К моему удивлению, ветра не было. Во всяком случае, меньше, чем вчера. Что это значит? Отчего так качает? А, Чечня. Здесь почти всегда так», указал мне капитан, смутно рисовавшийся на западе горы. Более того, при анализе исторического прошлого чеченцев следует учитывать, что по окончании войны на территории Восточного Кавказа, Чечни и Дагестана в 1859 году царской властью не учитывались интересы именно чеченцев, потому что этот народ в прошлом активно противостоял царскому самодержавию. Далее мной представлены фрагменты исторических документов и научных трудов, на основании которых можно определить территориальное расселение чеченцев в период с 16 по 19 века, в частности в Дагестане, и роль острова Чечень в истории чеченцев. Иншаллах, прежде всего приведем фрагмент работы Сулейманова. Цитата. «Эхкин» или «Аухоин Мохк». Граничит она на востоке по левому берегу реки Сулак, на севере по правому берегу реки Терек, а на западе и юге с территории обитания основного этнического массива чеченцев, с Чечней. Если в прошлом акинцы-ауховцы Эхки жили на всем пространстве между реками Сулак, Терек и Каспийским морем, то позже, в результате нашествия татаро-монгольских кочевников, борьбы с Золотоордынским ханством, нашествием полчищ Тимура, длительной Кавказской войной, карта исторического обитания акинцев-ауховцев десятки раз перекраивалась. Этническая ситуация на Северном Кавказе не раз менялась и не всегда в пользу коренного населения. В 1944 году чеченцев подвергли поголовному выселению с исторической родины. Выдержав тяжелые испытания на крепость духа, они вернулись на родину, и если по всеобщей переписи населения Дагестана в 1926 году акинцы-ауховцы жили в 84 населенных пунктах, то сегодня они живут менее компактно. Напрасные труды тех, кто пытается внушить самим акинцам-ауховцам и их соседним племенам, что акинцы-ауховцы не являются коренными жителями междуречья Сулак-Терек. Давайте спросим у давних врагов акинских. Они расскажут правду и не ради нас, живущих сегодня, а ради тех коварных целей, которые они вынашивали против чеченцев. Цитата. К управлению начальника левого фланга Кавказской линии отнесено пространство, ограниченное главным хребтом гор, реками Андийским Койсу, Сулаком, Каспийским морем и реками Тереком, Ассой и Даут-Мартаном. Главное народонаселение этого пространства составляет чеченское племя, самое сильное, самое буйное и воинственное из всех кавказских народов. Документ, на который ссылается Сулейманов, это докладная записка генерал-майора Пулло о положении на левом фланге Кавказской линии с 1834 по 1840 год и мерах, необходимых к упрочению власти царского правительства над горцами. В историческом описании российской коммерции читаем, цитата, «Дагестан, оная земля, разделяется на Верхний и Нижний Дагестан. В Верхнем Дагестане находятся следующие места: Тарху, Андреево или Эндери, Чечень, Боинак, Утемиш и Кубеша». Далее читаем, цитата, «Жилища чеченцев простирались прежде всего от гор, недалеко от Эндери, находящихся до самого моря». В примечаниях на странице 69 представленного труда читаем, цитата, «Кабарда большая и малая окружена к западу Кубанью или кубанскими татарами, к юго-западу и к югу Кавказскими или Снеговыми горами, к северо-востоку рекою Тереком и Астраханской степью, а к востоку рекою Аксаем. Длина ее на темном шаре простирается почти от 77 до 80 градусов, а ширина от 44 до половины 47 градуса. Разделяется на 5 частей, а именно, далее перечисляются эти 5 частей, и четвертая часть – это горская земля или горные татары, то есть кубанские, горские осеты, кисты. Пятая – это кумыцкая или чеченская земля. В начале XIX века территория расселения чеченцев все еще простиралась
до берегов Каспийского моря. Так, генерал-лейтенант Кноринг в рапорте от 16 января 1800 года сообщает, цитата, «И словом сохранят на всей черте кордона, противопоставленного их чеченским жилищам, простирающегося до 200 верст от реки Сунжа до берегов Каспийского моря». В этой связи интерес вызывает точка зрения Берже, который замечает, цитата, «Кумыки появились в первый раз во владениях чеченцев. Им дозволено было пользоваться землями только по ту сторону Аксая, и чеченцы взяли с них обещание никогда не переправляться через эту реку. Но впоследствии кумыки постепенно и исподволь завладели чеченской плоскостью, отчего она и носит теперь название Кумыкской». В примечаниях Берже уточняет, что Кумыкской плоскостью и до сих пор туземцы считают только пространство между левым берегом Сулака и правым Аксая. Начиная от левого берега Аксая, плоскость называется Качкалыковской. И так ранее было упомянуто, что чеченская плоскость называлась Кумыцкая или Чеченская земля, что подтверждается данными, представленными в книге Берже. Следует отметить, что историческое описание российской коммерции было опубликовано в 1785 году, а книга Берже «Чечня и чеченцы» вышла в свет в 1859 году, что позволяет утверждать, что в XVIII-XIX веках территория, называемая Кумыкской плоскостью, называлась Чеченской, что, несомненно, важно при определении роли чеченцев в данном регионе. Более того, Берже замечает, что данная территория раньше называлась Чеченской плоскостью, что позволяет предполагать, кто были первыми поселенцами на данной территории. Таким образом, сказанное позволяет утверждать, что на Чеченской плоскости, впоследствии названной Кумыкской, чеченцы жили по праву первых хозяев этих земель. Половина жителей Аксаевской, Андреевской и Костековской деревень были чеченцами. Следует также отметить, что в исторических документах ряд населенных пунктов на территории Дагестана указаны как чеченские. Иншаллах, так приведем фрагменты исторических документов с описанием чеченских деревень. Первая цитата. Совершенные генерал-майором Фезе в продолжении 1837 года действиями его покорения Чечни и разных племен Нагорного Дагестана произвело благоприятные впечатления на самых отдаленных горцев, обитающих против левого фланга Кавказской линии. Гумбетовцам предложил собраться в чеченской деревне Буртунай. От себя замечу, что Буртунай – это село в Казбековском, бывшем Ауховском районе Дагестана. Является административным центром буртунайского сельского поселения. До депортации в 1944 году в селении проживало значительное число чеченцев. Далее цитата продолжается. На реке Акташе, куда они 24 ноября в числе более 1000 человек вместе с Алибеком и Кадием своим прибыли и в присутствии посланных генерал-майором Фезе чиновников принесли присягу на верноподданство его императорскому величеству. Вторая цитата. Тоже от 20 сентября 1832 года, номер 173. Произведенная мною экспедиция в Ичкеринские земли имела сильное влияние на умы здешних жителей. Войска наши никогда еще не проникали в горы сии, почитавшиеся для нас непроходимыми, как по трудности дорог, так и по дремучим лесам своим. Во время движения моего все качкалыковские деревни вновь изъявили покорность, выдали аманатов, заплатили штраф и подати. Тоже исполнили чеченские селения Бельтин-Аул, Аку-Юрт, Умахан-Юрт и часть Бачин-Юрт, Элисхан-Юрт, Гертме. От себя замечу, что Гертма – это село в Казбековском, бывшем Ауховском районе Дагестана. Далее цитата продолжается. «Явившийся генерал-майору князю Бековичу Черкасскому. Гемся-юрт, Енда-юрт, Маслыгаш, Анто-юрт, Камсо-юрт, Черто-юрт, Абешим-юрт, Хаджи-Ирзо и хутора Зандак и Елдар, представивший аманатов полковнику Цепленеву, оставленному мною при Майортупе». Однако и это не все. О многом говорит и маленький остров Чечень в акватории Каспийского моря. Первые сведения об этом острове и его принадлежности
встречаются еще в XVII веке. Так немецкий путешественник и натуралист на русской службе Готлиб Гмелин, побывавший в этих местах до 1774 года, связывал название острова Чечень с этнонимом чеченцы. Для уточнения истории названия острова Чечень приведем фрагмент труда Гмелина, который в своем сочинении «Путешествие по России для исследования всех трех царств в природе» заметил, что название острова Чечень связано с чеченцами. Так Гмелин замечает, цитата, «Остров Чечень. 10 числа поутру в 7 часу выехали мы уже на 7 сажень глубины, и около 4 часу пополудни увидели остров Чечень. Он наименование свое получил от живущих в горах чеченцев, кои пристают к оному для ловли рыбы». Об этом же говорит и географ, этнограф, артиллерист и российский военный деятель Густав Гербер, в 1728 году составивший карту Каспийского побережья. Он пишет о чеченцах и указывает на то, что чеченцы прежде были расселены до моря. Эту версию подтвердили в 1785 году историк Михаил Чулков и в 1800 году генерал Богдан Кноринг. Доктор географических наук Евгений Михайлович Поспелов также подтверждает связь острова и моря с чеченским племенем. Детализацию этих же сведений можно найти и у Хуан ван Галена, испанского генерала бельгийского происхождения, который вступил в русские войска и в 1820 году принимал участие в военных действиях на Кавказе. Цитата. «Вдоль центральной части, выразимся так, хребта, находится поселение Большой и Малой Кабарды. Живут осетины или осеты, а далее к востоку соседствуют с Каспийским морем и Дагестаном чеченцы». Это цитата из произведения Хуан ван Галена, которое называется «Два года в России». Оно было написано с 1818 по 1820 годы. Подобных исторических и документально подтвержденных свидетельств достаточно много. По рукам гуляет даже длинный список цитат из различных исторических документов, которые подтверждают факт того, что чеченское общество вплоть до начала XIX века имело выход к Каспийскому морю. Не последнее место в ряду таких свидетельств занимают и ряд чеченских преданий. К примеру, у Тейпа Гендаргиной сохранились предания, как их предки плавали по морю и рекам. Во всяком случае, археологические, лингвистические, исторические и современные генетические данные этого региона дают твердую привязку с Чечней и подтверждают автохтонность чеченского населения на этой территории. Рукопись Ибрагимова Магомедова описывает картину расселения чеченцев-акинцев в XVI-XVIII веках, когда они занимали изрядную часть северного Дагестана, вплоть до Каспийского моря, где использовали рыболовные угодья острова Чечень. В этой связи приведем фрагмент работы Сулейманова. Цитата. «Нохчейн-Гаире, чеченский остров, остров Чечень, находится у самого мыса Аграханского полуострова. Чечень. Так назывался городок, поселение чеченцев, находившееся на острове Чечень. Чеченцы, акинцы, ауховцы его называли Чечена, произнося его с ударением на первом слоге. В настоящее время поселок называется Чапаевка. Таким образом, на основании представленных исторических документов и фрагментов научных трудов можно сделать следующие выводы. Во-первых, нохчи, чеченцы, являются не только древним народом Кавказа, но и одним из коренных народов Дагестана, что нашло отражение в одном из наименований родины предков чеченцев – Дегаста или Дагестан. Во-вторых, территория расселения чеченцев в период с 16 по 19 века доходила до берегов Каспийского моря. В-третьих, остров Чечень, находящийся у самого мыса Аграханского полуострова, наименование свое получил от живших и обитавших здесь чеченцев, которые использовали рыболовные угодья острова и называли остров Нохчейн-Гаире, чеченский остров. Всем спасибо за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.